Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба. В эфире еженедельная передача «Вокруг Абхазии». Мы рассказываем о важных событиях во внешней политике, заметных мировых новостях, приводим мнения экспертов, анализируем происходящее. Итак, начнем. Принцип самоопределения народов не может быть распространен на случаи с Крымом и регионами Донбасса. Об этом официально заявил журналистам генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриш. Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС в ходе пресс-конференции 29 января, он пояснил, что позиция по этому вопросу сформирована юридическим департаментом, исходя из верховенства принципов территориальной целостности. Он якобы имеет приоритет над правом на самоопределение. Заявление Гутерриша прозвучало на фоне обращения России в международную организацию с запросом о рассмотрении возможности признания права на самоопределение для населения Донбасса, Новороссии и Крыма. Москва предлагала рассмотреть подобный прецедент по аналогии с Гренландией, о чем ранее заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Несколькими днями ранее в интервью газете «Тюркия» он также напомнил, Запад называл право на самоопределение в качестве единственного главного критерия независимости Косово. Цитата: «ООНовское руководство это проглотило. В Косово референдумов не было. Просто сказали, что Косово теперь независимо, тем самым оскорбив сербский народ и их историю. А когда в Крыму по всем правилам был проведен референдум, Запад сказал, что здесь право на самоопределение неприменимо, потому что применима территориальная целостность», указывает дипломат. Тем временем в Крыму уже высказались по поводу очередного предвзятого заявления ООН. Заместитель председателя Общественной палаты Крыма Роман Чегринец считает сказанное Гутерришем цинизмом. Когда-то была одиозная и пустая организация Лига наций, которая много говорила, мало делала и благополучно развалилась. Сегодня ООН идет абсолютно по тем же стопам. Также ведет себя неправильно, делая пустые, ничем не подтвержденные и циничные к одним, как в случае с Крымом, заявления и лицемерное по отношению к другим, сказал общественный деятель. По оценке сенатора России от Херсонской области Игоря Костюкевича, если Генсек ООН считает, что принцип самоопределения народов неприменим к Крыму и Донбассу, то, цитата, к нему самому неприменима работа в ООН. Он указал также на то, что генеральному секретарю следовало бы знать устав организации, где закреплено главенство волеизъявления людей, равно как и во всех международных нормах и правилах. Вывод ООН о неприменимости принципа самоопределения народов к Крыму и Донбассу, в отличие от Гренландии, дикий, заявила 29 января официальный представитель МИД России Мария Захарова. 29 января генсекретарь ООН Антонио Гутерриш отметился очередным очень странным высказыванием о том, что принцип самоопределения якобы не применим в ситуации с Крымом и Донбассом, где преобладает, как он сказал, принцип территориальной целостности Украины. К этому неквалифицированному выводу, по словам генсекретаря, Управление ООН по правовым вопросам пришло после, прямая цитата, тщательного изучения данной темы. Похоже, что ООНовские юристы не вполне понимают свои задачи и явно невнимательно читали устав Организации Объединенных Наций, иначе бы они знали, что оценки относительно государственной принадлежности тех или иных территорий к компетенции генерального секретаря ООН не относятся. Напротив, они нарушают статью 100 Устава, согласно которой сотрудники секретариата ООН обязаны соблюдать принцип беспристрастности, включая необходимость, я цитирую этот документ, воздерживаться от любых действий, которые могли бы отразиться на их положении как международных должностных лиц, ответственных только перед организацией. То, что пришедший к власти путем госпереворота под русофобскими лозунгами режим не представляет жителей Крыма, Донбасса, Новороссии, очевидно, и не требует доказательств. Украинские власти не только систематически нарушают основные права этнических русских и русскоязычных граждан, но и осуществляют настоящий геноцид мирного населения Донбасса, стирая его русскую идентичность. При этом ранее официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дужарик заявлял о признании ООН прав народа Гренландии на самоопределение. Таким образом, отказывая в аналогичном праве народу Донбасса и Крыма, Антонио Гутерриш фактически берет на себя роль вершителя судеб, по собственному усмотрению решая, кому какие права принадлежат. Похоже, генсекретарь окончательно превратился в проводника западной пропаганды, отказавшись от роли защитника принципа Устава ООН.
другим темам. Великобритания и еще 23 государства-участника ОБСЕ направят в Грузию миссию для оценки ситуации с правами человека. Совместное заявление опубликовано на сайте правительства Великобритании. Документ о создании миссии для оценки выполнения Грузии обязательств перед ОБСЕ подписали Албания, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Ирландия, Исландия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Молдавия, Черногория, Нидерланды, Норвегия, Словения, Украина, Швеция и Соединенное Королевство. Миссия будет заниматься, цитата, документированием недавних событий в сфере прав человека и фундаментальных свобод, оценка их влияния на гражданское общество, свободу СМИ, независимость судебной системы, политический плюрализм и верховенство закона, а также подготовка и рекомендаций по улучшению ситуации. В заявлении подчеркивается, что Грузия, как государство-участник ОБСЕ, взяла на себя обязательства по защите прав человека и фундаментальных свобод. Однако последние события в стране вызывают серьезные сомнения в их соблюдении. В частности, недовольство вызывает начатый 28 октября 2024 года парламентом Грузии процесс запрета деятельности ведущих оппозиционных партий, а также выдвижения обвинений против 9 лидеров оппозиции. Подписавшие заявление страны призвали власти Грузии к сотрудничеству с миссией, отметив при этом, ее деятельность будет ограничена территориями, находящимися под контролем правительства в Грузии. Продолжаем передачу. Тбилиси пробует не слишком удачные старые схемы в попытках отмены признания независимости Абхазии в отношении некоторых стран. В этот раз они попросили новые власти Венесуэлы отменить признание суверенитета Абхазии и Южной Осетии. Как сообщает МИД Грузии, в Женеве постоянный представитель Грузии при отделении ООН и других международных организациях Риваз Ламинадзе в качестве координатора восточноевропейской группы Совета ООН по правам человека по просьбе постоянного представительства Венесуэлы провел встречу с постоянным представителем Венесуэлы послом Александром Янисом Делеусом. По информации ведомства, постоянный представитель Боливарианской республики Венесуэла рассказал о текущих процессах, происходящих в Венесуэле. Грузинская сторона отметила, что Грузия внимательно следит за развитием событий в стране и выразила надежду, что дальнейшие процессы будут проходить с учетом интересов венесуэльского народа. В то же время грузинская сторона подчеркнула, что признание Венесуэлой оккупированных регионов Грузии, Абхазии, так называемой Южной Осетии в качестве независимых государств является, дескать, грубым нарушением фундаментальных принципов международного права. Грузинская сторона выразила надежду, что события, произошедшие в последнее время в Венесуэле, будут способствовать пересмотру и отмене данного незаконного, по их мнению, решения в соответствии с национальными интересами Грузии и нормами международного права, заявил МИД Грузии. Аналогично Тбилиси поспешил потребовать отзыва признания у сирийских властей сразу, когда власть потерял Башар Асад. Однако сирийские власти не стали разрывать дипотношения с Абхазией и Южной Осетией. Стороны продолжают сотрудничество. Более того, чуть позже состоялся визит министра иностранных дел Абхазии Олега Барцыц в Дамаск, который мы уже подробно освещали в рамках других выпусков. Сегодня предлагаем вашему вниманию интервью с пресс-секретарем МИД Абхазии Алисой Барзани, с которой мы обсудили актуальные вопросы деятельности внешнеполитического ведомства, вопросы двустороннего сотрудничества с дружественными странами и некоторые другие темы. Здравствуйте, Алиса. Приветствуем вас в студии Абхазского телевидения. Расскажите, пожалуйста, какие задачи стоят перед пресс-секретарем и пресс-службой МИД? Здравствуйте, Арифа. Основными задачами пресс-секретаря и пресс-службы Министерства иностранных дел Республики Абхазия является донесение информации и разъяснение официальной позиции Республики Абхазия. Мы на постоянной основе проводим мониторинг информационного пространства и реагируем на попытки распространения недостоверной информации, зачастую прямо-таки ложной информации, которая касается Республики Абхазия. В современных условиях это очень важное и значимое направление.
Это очень важно в современном мире, поскольку международный имидж государства во многом формируется в информационном пространстве. Поэтому это то направление работы, которому мы придаем особое значение, и важно подчеркнуть, что эффективность этой работы напрямую подкрепляется совместными усилиями как государственных структур, так и медиа и общественных институтов. Министерство иностранных дел Республики Абхазия использует все доступные и приемлемые для нас каналы и форматы взаимодействия для донесения международному сообществу объективной информации о нашей стране. Благодарю. Хотелось бы узнать, какие вы выделили бы аспекты важные в двустороннем сотрудничестве с дружественными для нас странами? Несмотря на глобальную политическую турбулентность, Республике Абхазия удается сохранять и расширять отношения с дружественными нам государствами, прежде всего с нашим стратегическим партнером Российской Федерации, которая оказывает нам значительную поддержку в вопросах расширения контактов международного взаимодействия. Мы на регулярной основе координируем нашу внешнеполитическую позицию, проходят встречи на уровне глав внешнеполитических ведомств, а также у нас традиционно теплые и тесные взаимоотношения с нашими юго-осетинскими и приднестровскими коллегами. Эти отношения строятся на взаимном доверии, общем историческом опыте, который схож. А также мы владеем информацией о том, что вот министр Олег Мсасович отбыл в Москву. Не могли бы вы нам немного сказать, вот какова повестка будет дня там? Сегодня состоится встреча министра иностранных дел Республики Абхазия Олега Мсасовича Барциц с послом Республики Никарагуа Альбой Асусеной Торрес Мехия в Российской Федерации и по совместительству в Республике Абхазия. В рамках этой встречи будут обсуждаться вопросы текущего взаимодействия и будут намечены планы на дальнейшее сотрудничество. Также сегодня состоится встреча с чрезвычайным и полномочным послом Боливарианской Республики Венесуэла в Российской Федерации по совместительству в Республике Абхазия Хесусом Рафаэлем Саласаром Веласкесом. В целом, если говорить о взаимоотношениях с Республикой Никарагуа, с Боливарианской Республикой Венесуэла, у нас активно развиваются отношения, взаимодействие обретает новые параметры. В предыдущем году состоялся визит министра иностранных дел Республики Абхазия в Республику Никарагуа. В рамках этого визита состоялись встречи на высоком уровне, и впервые за историю наших двусторонних отношений в визите принимали участие представители нашего бизнес-сообщества, банковской сферы, и в ходе этого визита были намечены конкретные планы делового взаимодействия. Также очень теплое и приятное наполнение получило культурное сотрудничество. Впервые перед абхазской аудитории выступила никарагуанская оперная певица. Она выступила в рамках конкурса «Лаборатория Лисы Гицпа», где заняла 2-е место. Абхазская публика очень тепло ее приняла. Это ее приезд стал возможным благодаря встрече министра иностранных дел Республики Абхазия Олега Мсасовича Барциц с президентом Республики Никарагуа. Что касается взаимодействия с Боливарианской Республикой Венесуэла, то у нас сохраняется стабильный уровень взаимодействия. Буквально пару дней назад наш чрезвычайный полномочный посол Заур Кваджава принимал участие в церемонии, посвященной принятию присяги исполняющего обязанности президента Боливарианской Республики Венесуэла Дельси Родригес.
Это говорит о сохраняющемся уровне взаимодействия. Также хотелось бы отметить, что Делоси Родригес является нашей коллегой. Еще в 2015 году нынешний министр иностранных дел Республики Абхазия принимал участие в официальном визите Республики Абхазия в Боливарианскую республику Венесуэла, находясь на тот период в должности торгового представителя Республики Абхазия в Российской Федерации. И в рамках этого визита состоялась встреча с министром иностранных дел Венесуэлы. Эту должность на тот момент занимала Делси Родригес. Это особо ценная, интересная информация, учитывая особенно последние новости из Грузии, из МИД Грузии, которые говорят о том, что они пытаются, скажем так, воздействовать на руководство, новое руководство Венесуэлы по поводу отзыва признания. Поэтому в свете этих новостей, то, что вы сообщили, конечно, особо интересно. Расскажите, пожалуйста, скажем так, о сотрудничестве на направлении Ближнего Востока. На ближневосточном треке продолжается также систематическое взаимодействие. Мы находимся в плотном взаимодействии с нашим полномочным представительством в Турции. Как раз сейчас мы согласовываем план мероприятий на этот год. Особое направление работы связано с поддержкой наших соотечественников, проживающих в Турции. Также мы достаточно активно взаимодействуем с Сирийской Арабской Республикой. В прошлом году, как мы знаем, состоялся визит министра иностранных дел Республики Абхазия в Сирийскую Арабскую Республику, и абхазский павильон был представлен на международной ярмарке в Дамаске. Отношения развиваются стабильно. Алиса, немного о другом. Конечно, я думаю, важнейшее направление работы МИДа — это продолжение попыток по признанию независимости другими государствами. Вот тут что делается, какие есть намеченные, скажем так, планы? Работа по установлению контактов с теми странами, с которыми у нас отсутствуют официальные дипломатические отношения, одна из самых непростых, но стратегически важных направлений работы. Она получает мало информационного освещения в силу специфики и тех международных условий, в которых мы действуем. Но эта работа ведется. Как я ранее говорила, в этих вопросах нам значительную поддержку оказывает наш союзник Российская Федерация. Могу сказать о том, что есть определенные успехи в установлении контактов со странами Африканского континента и Юго-Восточной Азии. Я знаю, что какие-то наверняка направления работы МИДа остаются, скажем так, по телевизионному, даже можно сказать, за кадрами. То есть они не столько видны, не столько слышны, но они тоже важны. Вот тут, что бы вы отметили? Да, действительно, большой объем работы Министерства иностранных дел Республики Абхазия, как и любого внешнеполитического ведомства, остается вне поля зрения большинства людей, поскольку это вот та тихая часть работы, которая является фундаментом и основой успешной реализации внешней политики Республики Абхазия. Одним из основных и социально значимых направлений работы является консульская поддержка наших граждан. Мы ежегодно получаем тысячи обращений по различного рода вопросам. Нам приходится работать в сложных международных условиях, но по многим направлениям работы удается успешно реализовать вопросы поддержки наших граждан. Также за любым публичным выступлением, визитом стоит масштабная подготовительная работа. Это и протокольное сопровождение, и правовое сопровождение, подготовка переговоров, подготовка
подготовка политических инициатив. То есть это вот та работа, которая не видна, но она имеет большое значение для эффективной деятельности как Министерства иностранных дел, так и Республики Абхазия в международной среде. И подытоживая наш сегодняшний разговор, может быть, кратко о ключевых направлениях, все-таки заданных на этот год. А ключевые направления и приоритеты работы Министерства иностранных дел остаются неизменными. Это развитие, расширение взаимодействия с дружественными странами, расширение международных контактов в Республике Абхазия, международного признания Республики Абхазия, формирование объективного образа Республики Абхазия на международной арене и защита национальных интересов Республики Абхазия. Благодарю вас, Алиса. Спасибо большое. На этом у нас сегодня все. Будем продолжать держать руку на пульсе событий. До новых встреч в эфире.